сейчас второй этап конкурсного турнира. Изготовление изделия, теми, кто заявился как участники, они изготавливают изделия из пластины и проволоки латунной. Тема у нас у всех одна. Это культурный код России. Оцениваться будет подача, своего изделия, также художественная ценность, умение работы в этой технике. То есть их будут оценивать как и профессионалов, как ювелиров с технической точки зрения, и также эстетическую часть. Немаловажна красота изделия. Но также, конечно, кроме эстетики, содержание очень важно будет. Участники очень активно приступили к работе, видно, что они обдумали тему, что уже созрело решение композиционное и техническое, как это выполнить. Тут у нас есть группа из Магнитогорска, они в одном университете учатся, конечно, они общаются между собой, это не запрещено на площадке, живое общение. Двое студентов из Уфимского художественно-гуманитарного колледжа. Все в равных условиях, металл выдан одинаковое количество всем, и что из этого каждый сделает, будет очень интересно увидеть, потому что люди разные, фантазия разная, техника исполнения хоть одна, но это можно выразить совершенно индивидуальность, показать свою запросто. Я выбрала в качестве выбуловки, получается, курай, 7 лепестков, отражающих 7 родов Башкортостана, снизу украсила орнаментом башкирским и придумала сделать пояс. Здесь у меня будет 7 родов Башкортостана, то есть я как тамгу сделаю на каждый, тамга — это вот обозначающий род каждого из 7 основных родов, и колечком их соединю, и получается такой для выступления пояс. Можно в национальном стиле выступать, можно просто украсить, потому что мы в Башкортостане находимся. Вот такая задумка у меня. Профессионально я инженер по тестированию программного обеспечения большой крупной компании, поэтому это мое хобби, это больше как увлечение, такая отдушина, чтобы расширять границы привычного, потому что большой стресс и перегорание на работу у айтишников. Пробовала разные бисероплетения и рисование, и графику, то есть я очень много различных направлений, то есть я и вязала, и носки вязала, и игрушки вязала на продажу, и шила одежду, и реконструкцией занималась, а ювелирное дело как-то оно пошло. И теперь я ювелир, собственно, это странно, но это меня действительно увлекло. Но я стараюсь в любом конкурсе участвовать, потому что это вообще подстегивает эмоционально двигаться дальше, развиваться, повышать свою квалификацию. Это то, что тебя замечают, тебя хвалят. И хочется делать и лучше, увеличивать свои навыки профессиональные. В номинации «Художественная обработка металла» лауреатами первой степени стали швед Мария Евгеньевна, Златоустовский индустриальный колледж имени Аносова. Также лауреатом первой степени становится Арапшатян Тигран Давидович, Уфимский художественно-гуманитарный колледж. Также лауреатом первой степени становится Айганова Ирина Сергеевна, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления.